Это актуальное интервью в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. Компания «Железные дороги Якутии» успешно завершила год, выполнив плановые показатели по групповым пассажирским перевозкам. Вот каковы производственные достижения за прошлый год и какие намечаются планы на наступивший, мы сегодня и поговорим с гостем студии Василием Шумохиным, генеральным директором акционерной компании «Железные дороги Якутии». Василий Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте, Надежда. Компания успешно завершила год. Какие вы достижения производственные считаете самыми значимыми и почему? Да, действительно, мы этот год закончили с хорошими показателями, лучше, чем в 2023 году, по всем практически показателям. Но считаем три ключевые момента, которые показали улучшили деятельность компании «Железные дороги Якутии». Первое – это то, что мы все-таки достигли плановых отгрузок угля с территории республики в порты Дальнего Востока. Мы в течение года отставали, но к концу года нашли совместно с российскими железными дорогами возможности, увеличили объемы отгрузок и выполнили. Это первая задача. Вторая задача сложная была – это начать отгрузку железной руды со станции ТИТ. Новая станция, новое месторождение открыто Мечелом. Мы эту задачу полностью выполнили, и в 2024 году те объемы, которые планировались, почти 400 тысяч тонн, было отгружено железной руды. Ну и третья задача стоялась большая, мы ее только к концу года выполнили, это отправка контейнерных поездов с московского узла, со станции Столбовой на Нижних Бестях. Эти три ключевые задачи, которые мы ставили, и они позволили нам поднять все показатели до выше тех норм, которые были в 2023 году, и тем самым выполнить все плановые задачи. Что касается пассажирского комплекса, то он стабильно у нас растет, пассажиропоток сформировался, это в основном Благовещенск, Иркутская область, и здесь мы стабильно каждый год увеличиваем, здесь у нас больших, так сказать, скачков не было, здесь мы работаем стабильно. Итоги подвели. А какие планы на 2025? Ну, 2025 год мы каждый год слегка пессимистически относимся, потому что конъюнктура рынка меняется, и вот сейчас и цены на уголь падают мировые, корректировка идет, и российские железные дороги в этом году заканчивают модернизацию восточного полигона. Очень много ожидается летом приостановок движения, так называемые окна, ремонт мостов, и поэтому грузопоток по северному завозу 1 300 000 тонн, которые мы должны завести в рамках северного завоза, мы надеемся, что этот объем мы привезем. Мы ставим такие 5-7% роста, пессимистически настроены, но возможности компании, конечно, есть больше, но все это зависит от грузоотправителей, грузополучателей. Мы готовы выполнить любые объемы для любых перевозок, что касается народно-хозяйственных грузов, касается нефтепродуктов, угля и так далее. То есть мы пока пессимистически настроены на небольшой объем. А есть ведь еще одна задача. Глава республики поставил ее перед вами – организовать перевозку продовольственных товаров из Беларуси и новых территорий. Вот они как будут решаться? Ну да, это новая для нас, и причем очень интересная задача. Это перевозка продуктов питания, запчастей, особенно Белоруссия, из Беларуси, многих товаров белорусских сюда. И действительно, эта задача решается. Недавно делегация большая была белорусская. В Беларуси встречались с представителями белорусских железных дорог, с сообществом предпринимателей Беларуси для организации этих работ. И здесь мы ее синхронизируем. Вот в данный момент, если говорить, значит, сегодня находятся наши специалисты находятся в Беларуси, в Минске, для решения вот этих вот всех вопросов. Будет решаться следующим образом. Мы уже посмотрели объемы, посмотрели задачи, которые ставятся. И у нас, далее я скажу, есть станция Столбовая, Чеховский район Москвы. Этот груз будут в контейнерах, либо в автомобилях, либо железной дорогой, белорусской железной дорогой доставляться до этого узла. Там они будут перегружаться и транзитом везтись сюда, в республику, как и непосредственно с Белоруссией, и так и с новых регионов, с которых сейчас контакты уже налаживаются. Я думаю, что мы в ближайшее время этот маршрут отладим, он будет понятен, ясен и недорогой с точки зрения логистики, цены логистики перевозки. А вот сколько примерно времени займет перевозка из Москвы до Якутии?
Ну, мы сейчас стремимся, чтобы контейнерные поезда, так называемые контейнерные поезда, это поезда, состав, идущий из 70 вагонов, он должен четко по времени, четко выйти по графику с Москвы и четко по графику прийти на станцию Нижневартовск. Там силами железных дорог Якутии мы в течение суток должны все перевести на контейнерную площадку Мархинка, и грузополучатели должны на контейнерной площадке Мархинка получить эти контейнера. Мы сегодня считаем, что это 14-16 дней. Плюс 2-3 суток Белоруссия, если будет доставка оттуда. То есть вот мы рассматриваем белорусские грузы с момента формирования груза в Минске или там в Бобруйске или в каких-то городах. Это примерно плюс еще 3 суток. Это 17-18 день мы должны гарантировать нашим грузополучателям получение груза здесь. Ну, продумано все более чем четко. Осталось применить все это дело на практике. Есть еще одна не менее амбициозная цель перед железными дорогами Якутии. Это создание международного транспортного перехода Жилинда-Махэ и строительство железной дороги до Магадана. Сейчас там на каком этапе находится работа? Да, действительно, это две такие большие задачи, потому что железные дороги Якутии, мы небольшой, так сказать, 1000-километровый участок, который находится на территории Якутии, и дальше нам, безусловно, надо развиваться с точки зрения увеличения грузопотоков. Безусловно, вот этот проект Жилинда-Махэ – это погранпереход через Амур с Китайской Народной Республикой. Это те грузы, которые сегодня вывозят, это уголь, лес, газ, те, которые сегодня из республики вывозятся в порты Дальнего Востока. Они сегодня испытывают действительно конкуренцию с теми грузами, которые идут с центральной части Российской Федерации. И объемы груза возрастают уже там не просто десятки миллионов, сотни миллионов груза везут. И, конечно, республики всегда дают определенные объемы, и очень сложно перевести. А возможности промышленных предприятий республики достаточно больше объемов можно вывести. И тут, конечно, мы, как железнодорожники, должны эту проблему решить, и в том числе основной экспорт, понятно, идет у нас в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, но в основном это, конечно, Китайская Народная Республика. Поэтому вот этот переход должен сыграть важную роль. За 2 года работы, эти задачи были поставлены года 2 на нас, мы много отработали, и сегодня эти задачи практически решены. Компания «Железные дороги Якутии» получила от российских железных дорог на 20 лет в аренду 68 километров пути до границы. Да. 68 километров мы получили в аренду подъездного пути. Сейчас его в течение 2 лет мы должны восстановить. На днях делегация компании «Железные дороги Якутии» вернулась из Харбина вместе с Амурской областью, совместно с Амурской областью, с правительством Якутии провели практически уже заключительные этапы переговоров для того, чтобы в течение 2-3 лет вот этот погранпереход заработал в полном объеме. И на первом этапе мы смотрим объемы перевозок в пределах 3 миллионов тонн. Ну а дальше, так сказать, ценовая политика, которую мы там организовываем на этом этапе, она должна быть в пределах тех прейскурантов, которые существуют сегодня в целом по Российской Федерации, которые утверждены ФАСом, без каких-либо надбавок, наценок в международные порты. Поэтому этот проект очень интересный. У нас на руках уже есть соглашение между предприятиями республики и китайскими предприятиями. На скопе этих договоров на поставку груза мы имеем, и под них мы начинаем работать. Этот проект мы считаем, что уже ситуацию, стадию формирования прошел. Осталось только его привести непосредственно в исполнение. Но на это мы смотрим 2-3 года. Угу. Ну, в этом году еще один такой интересный момент. Городу Тамоту исполняется 100 лет. Вы, как депутат городского совета, расскажите, какие же проекты там будут реализованы? Ну, действительно, так вот время бежит, и городу Тамоту уже 100 лет. И действительно, компания «Железные дороги Якутии», потому что железная дорога у нас называется Биркакит Тамот Якутск. Первое ее название. Тамот считается нашей серединкой, и мы практически, ну, такие основное промышленное предприятие, которое там занимается проблемами. Ну, безусловно, мы занимаемся и вопросами строительства жилья, перевода из ветхого жилья, сноса ветхого жилья. Достаточно большой объем уже несколько лет стоит. И программу в 2025 году эту заканчиваем со сдачей последних 3 домов. И
смотрим следующую программу. Кроме этого, в рамках столетия мы предусматриваем в этом году, сдаем детский садик на 75 мест, потому что в Томоте не было, скажем так, каменного здания детского садика, там были деревянные здания, достаточно в таком, за 40 лет их возраст был, поэтому этот детский садик мы должны 1 сентября сдать. Затем мы там заняты к столетию, занимаемся благоустройством города, благоустройством набережной. Очень интересный проект будет, город преобразится. Затем у нас проект идет строительство музея промышленности, потому что вся промышленность Южной Якутии начиналась от реки Алдан, и город Томот начал строиться. Кстати, город Алдан, первое его начало, он назывался Алданск. А потом, Алданск назывался в далеких 20-х годах, когда груз пошел для промышленности развития Южной Якутии, промышленности города Алдан, территория вот эта прииск незаметный, это все шло по реке через пристань Укулан, и вот это место называлось Алданском. Потом мы уже назвали, другие названия пошли и так далее. И вот в рамках этого мы делаем набережную там, потом мы приступаем к формированию создания международного ивенкийского центра. Там это очень интересный проект такой, который с перспективой 5-10 лет. Вообще железные дороги рассматривают свою перспективу своей работы и свои планы строят от 5 лет и выше. То есть торопиться некуда, мы железная дорога, мы долго работаем, поэтому для нас интересные проекты, которые рассматриваются много лет. Вот музей промышленности рассматриваем, уже подготовлена площадка, подведено электричество. Сейчас совместно с промышленным предприятием будем строить некий культурный центр там. Этот вопрос внесен в рамках, так сказать, подготовительных вопросов, связанных, так сказать, со строительством, с празднованием столетия города Томота. Там у нас еще помощь, спортивный зал строим для одной школы и так далее. То есть это большая программа, и действительно железные дороги Якутии участвуют для того, чтобы вот это действительно город Томот отпраздновал значимо этот праздник, и все жители почувствовали со стороны и железных дорог, и со стороны государства внимание, что это город не остающийся где-то сзади, а город, который имеет право на дальнейшую жизнь и на перспективу. Скорее всего, еще на 1 век. Василий Владимирович, и в завершении нашей с вами беседы, сейчас ваша компания успешно занимается целевой подготовкой кадров. Какой бы вы совет дали молодым специалистам, которые вот только начинают карьеру? Интересный вопрос, так неожиданно даже можно сказать. Вы знаете, что такое молодежь? Значит, наверное, инициатива. Проявлять инициативу, двигаться вперед, показывать свое мнение и понимать, что для того, чтобы, как вот многие говорили, чтобы нужно самих не потеряться, чтобы они не потерялись, а проявили себя. И, конечно, молодежи нужна активность, большую активность. Большое спасибо, что нашли для нас время, поделились такой интересной информацией. Будем рады видеть вас еще у нас в студии. Всегда готов поучаствовать в вашей программе. Спасибо. Спасибо. Напомню, для актуального интервью. До встречи в эфире.